Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Общественный интерес» и я ее ведущая Анна Чебанова. Сегодня мы поговорим о триумфе, которого очень долго ждали и который действительно заслужили. Буквально на днях в Кишиневе отгремела 25-я юбилейная премия «Унитем». Гагаузский национальный театр был представлен в нескольких номинациях. И сегодня об этом важном событии мы поговорим вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Наталья Палладий, художественный руководитель Гагаузского национального театра имени Диониса Танасоглу. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас в гостях Лидия Орманджи, актриса Гагаузского национального театра имени Диониса Танасоглу. К сожалению, остальные члены коллектива сегодня по объективным причинам не смогли к нам присоединиться. Ну а я еще раз приветствую наших гостей и хочу для начала сказать, уважаемые гости, что для нас очень большая честь ваше присутствие в нашей студии сегодня. Спасибо. Спасибо. Перед тем, как мы начнем сегодняшний разговор, я хочу представить визитную карточку вашего триумфа. Номинации, которые охватили практически все грани театрального искусства, от игры на сцене и до работы за кулисами. Итак, результаты 25-й премии «Унитем» для Гагаузского театра. Лучший спектакль малых форм, автор и актриса Наталья Палладий, режиссер Дмитрий Ахмадиев. Премия Диониса Танасоглу, номинирована актриса театра Лидия Орманджи. Премия Петру Баракчи, актер и драматург Михаил Резунец. Премия председателя «Унитем» Санду Греку, актриса театра Наталья Монастырлы. И премия Омулдин Кулиси, Иван Гергеледжи. Совершенно верно. Поздравляем вас с таким важным событием. Спасибо. И я также предлагаю нашим телезрителям вернуться в тот праздничный зал в Кишиневе и увидеть те самые яркие ваши эмоции уже своими глазами. Просим наших коллег за кадром включить этот фрагмент. Ivan Gherghelici, maestru de lumini la Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tanasoglu, Ceadră Lungă. Mulțumesc, спасибо всем, кто работает со мной, кто вложил немалую лепту в эту непростую работу. За кулисами это всегда не видно нас, но вот всегда с вами, в душе и в сердце всегда. Спасибо. Premiul președintelui Unitem pentru actorie, Natalia Manastârli, actriță Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tanasoglu, Ceadră Lungă. Авшам Хайролсон, добрый вечер. Мне очень приятно находиться на этой сцене. Хочу в первую очередь поблагодарить своих коллег за поддержку, а режиссеров за опыт. Спасибо большое. Premiul Petru Baracci se acordă domnului Mihail Rezuneț, actor la Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tanasoglu, Ceadră Lungă. Честно сказать, я не думал, что буду говорить, выходя на сцену. Вот. Думал сказать, как говорят американские актеры, когда выходят получать свой Оскар. Там, спасибо маме, спасибо папе, но думаю, перечислять свою родословную от второго Адамова колена, это будет слишком долго. Поэтому спасибо Домну Греку, спасибо Сенату. И я могу с полной уверенностью хвалиться своим детям, что я тоже выступал на сцене театра Сатирикус. Спасибо всем. Premiul Dionis Tanasoglu se acordă doamnei Lidia Орманджи, actriță la Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tanasoglu, Ceadră Lungă. Bună seara, dragi colegi! Mulțumesc mult domnul președinte. Спасибо большое Сенату Союза театральных деятелей за столь дорогую моему сердцу награду. И hem isterim şükür etme bütün yürekten benim pahalı Gagavuz Milli Tiyatromuzu Dionis Tanasoglu adına böyle yüksek ödül için. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.
Avem actori excelenți. I-am descoperit și asta s-a întâmplat și s-au format în acești 25 de ani. E o pleiadă deosebită cu care trebuie să ne mândrim. Filmele noastre îi scot dincolo de rampă, îi scot în lumea mare. Felicitări! Mersi mult! Acum să vedem ce-i scris aici. Жизнь поэта. Жизнь и любовь. Teatrul Național Găgăuz, Dionis Tănăsoglu, Ceadărlunga. Столько эмоций, потому что, наверное, будет нескромно сказать, я за столько лет я заслужила, наверное, это, стоять здесь, потому что я так долго убегала от театра, я так долго не верила в себя. Самое главное, это мой подельник, мой напарник, мой друг, мой однокурсник, режиссер, главный режиссер Приднестровского театра Дмитрий Ахмадиев, который со мной сделал эту работу. Он поверил мне, мы с ним это сделали за короткий срок. И вот сегодня мы, честно скажу, мы не знали, что вообще это вот так вот случится. Поздравляем еще раз вас Спасибо. с этой победой. Спасибо. И для начала, Наталья, думаю, начнем с вас. Скажите, пожалуйста, какие спектакли были представлены в этом году на Унитем? На Унитем у нас были представлены 8 разгневанных женщин, «Скамейка» малой формы и вот мой моноспектакль «Жизнь поэтов. Жизнь в любви». В финал вышли у нас 8 разгневанных женщин и вот мой спектакль «Жизнь поэтов. Жизнь в любви». Наталья, вот скажите, одно дело ехать в столицу как участники, и совсем другое забрать столько номинаций. Когда вы осознали масштаб этого успеха, ожидали ли вы, что этот юбилейный год станет настолько урожайным для вас? Год назад, когда я была на Юнитим первый раз, я себя представила, думаю, боже, когда-нибудь, может быть. Я не знала, что год пройдет, поэтому для меня это было очень быстро, очень неожиданно. И, честно, было очень приятно видеть своих коллег, которые выходили. Они были настолько достойны, они были красивы, профессиональны. Ну и вообще, мне кажется, это приятно, когда звучит все время твой театр. Да, Да, много раз звучал. да, это было очень приятно. Спасибо. Лидия, скажите, пожалуйста, вот в этом году мы знаем, что театр пополнился новыми именами. Сразу же была и игра в спектакле «8 разгневанных женщин». Легко ли вливаются люди в коллектив, в работу? Прочувствовали ли вы эти вот изменения? Мы прочувствовали. Почему? Потому что мы давно работаем, но прочувствовали сами девочки, которые влились в наш коллектив. Почему? Потому что мы действительно молодежь принимаем с любовью. Мы вообще дружный коллектив. На самом деле. Мы очень дружный коллектив, и мы очень лояльно ко всем относимся. А молодых мы поддерживаем всегда. Как-то так. Да, думаю, что для них это тоже большая честь. Для них это немаловажно было. Почему? Потому что они чувствовали поддержку. Даже если они где-то в чем-то сомневались, мы им помогали, мы их морально поддерживали, и они увереннее себя чувствовали. И они даже не чувствовали себя чужими. Они вот влились. Потому что и Ева, и Диана, они, мы, говорит, как будто дома. Они до сих пор к нам приходят. То есть они чувствуют себя комфортно. Да, конечно. Да, абсолютно, абсолютно. Наталья, скажите, пожалуйста, и вы нам, каково это работать с молодежью? Ну, это мой не первый опыт в жизни, поэтому сказать, что какие-то новые эмоции ощутила, нет. Другое дело сама ситуация, потому что обучать – это одно, но приходят молодые и сразу вливаются в спектакль. И на меня, и как на режиссера Коева, так и на меня, на актрису и художественного руководителя легли такие тяжелые, скажем так, моменты, потому что нужно было в параллели
и помогать по спектаклю, и еще и обучать. Потому что какие-то вещи они, естественно, не знают, и мне приходилось оставаться с ними, отрабатывать каждую роль. Но результат в итоге, вот, пожалуйста, девочка у нас дебютант, была в номинации. Я считаю, что это очень хороший результат нашей всей совместной работы. Я сейчас не только свою работу и работу режиссера выделяю, а всех вместе. Потому что театр – это дело коллективное. Если один не додает, весь спектакль будет рушиться. Поэтому тут очень все взаимосвязано. Особенно в 8 разгневанных женщинах, где каждый взаимосвязан со своим партнером просто на 100%. То есть там, если даже один чуть оступится, все, там уже все рушится, но они все молодцы. Даже на репетициях, если оступались, я всем говорила, забыли, пошли дальше. И они останавливались, и продолжали. Да. И я видела, потому что они жили. Вы знаете что? Вот этот спектакль мне показал, что девчоночки настолько вжились в роли, они кайфовали. Вот простите за такое слово, сленг, но они кайфовали на сцене. И во время репетиции, и потом. И даже когда я уж скажу по этой, раз уж такая есть возможность, когда однажды я не смогла остаться на репетицию, они сами остались репетировать, мне писали, мы тут порепетировали, все нормально, все в порядке. То есть горели. Когда актеры горят, когда актеры хотят, когда актеры чувствуют и наслаждаются, мы получаем потом вот такие вот истории в виде номинаций. Я все туда же. Я все к тому же. Да, я думаю, что за таких коллег берет гордость всегда. Да. И приятно работать, когда видишь в глазах отзыв и желание работать. Ну вот, Наталья, говоря о молодежи, мы заметили, что вот сегодняшнее поколение, в основном молодежи, часто выбирает или кино, или блогерство. На ваш взгляд, что удерживает сегодняшнюю молодежь в театре? Вы знаете, у меня немножечко двоякое на это, двоякий ответ. Почему? Потому что, если вы в курсе, я приехала из Москвы. Там молодежь – это одно, здесь молодежь совершенно другое. Здесь молодежь, к сожалению, мало знакома с театром. Несмотря на то, что у нас есть кружки театральные и так далее, мало знакомы с театром. И мне кажется, это где-то и упущение и со стороны театра. Я очень хочу его наверстать, это упущение, да, с приходом вот меня, например, Гагауза Михаила Георгиевича. Потому что у нас, к сожалению, молодежь, в принципе, мало знает про театр. А от этого нет интереса. Но вот то, что мы сейчас политику свою проводим, постоянных спектаклей, да, максимально, насколько это возможно на сегодняшний день, чтобы люди привыкли к тому, что есть театр, куда можно прийти, посмотреть, стабильность какая-то. Вот это все рано или поздно приведет и к интересу. Есть еще один момент, экономический, к сожалению. Потому что сейчас больше думают, как заработать, но мы в театре нормально зарабатываем, то есть, но об этом не говорят. Говорят, что юрист, там, экономист, еще кто-то лучше, да, заработает, чем ты. А я призываю все-таки к тому, что молодежь, я сейчас обращаюсь к молодежи, милые мои, вам, когда стукнет 40-50 лет, вы поймете, что жизнь прошла даром, если вы не занимаетесь любимым делом. Когда вы занимаетесь любимым делом, это и приносит вам и достаток, и заработок вот этот самый, да, пресловутый, без него невозможно не жить, удовольствие от работы. Но удовольствие от работы, совершенно правда. Это самое важное. Поэтому, если вы талантливы, если вы чувствуете потребности, не только, я сейчас говорю про театр, в принципе искусство, да, это музыка, танцы, кино, все что угодно. Если вы чувствуете, что это вам близко, идите, пробуйте, и откроются двери. А двери открываются. Спасибо. После таких вдохновленных ответов, я думаю, что и наша молодежь тоже замотивируется. Да. Возьмет пример. Лидия, скажите, пожалуйста, вот есть вдохновение, есть занятия, которые приносят удовольствие, но в то же время есть и сложности. Скажите, пожалуйста, насколько сложно вам было играть в спектакле «8 разгневанных женщин»? На самом деле, вот могу сказать с уверенностью, открыто, сложно было в начале, но благодаря нашему художественному руководителю Наталье
она с нами поработала именно в текстовом плане, потому что мы вначале, так как у нас Дмитрий Георгиевич Коев русскоговорящий, он гагаузский, мы на русском ставили спектакль. Наталья нам каждое предложение, каждый монолог, она нам все это расписала. Мы работали именно сначала над этим. Я не помню, сколько мы, неделю или сколько мы работали, больше даже. Больше. Вы имеете в виду над значением? Нет, именно над читкой. Логика речи. Логика речи. Как правильно произносить. И это правильно очень считать. помогло потом в гагаузском языке. Да. И, наверное, самой легко далась эта роль. Хотя нет, в детских спектаклях мне тоже очень нравится. Я там быстро вливаю, потому что как ребенок. А тут помогла очень Наталья Леонидовна. Вот именно в понятии роли. Дело в том, что мы еще делали интервью героев в самом начале. А это тоже помогло. Есть такая техника в актерской практике, когда происходит интервью героев, они друг другу задают вопросы, в результате чего уже они понимают характеры, да? Потому что что такое театральное дело, актерство? Это когда ты играешь не себя, а ты в какой-то момент перевоплощаешься и начинаешь уже проживать другого человека. Так вот это интервью помогло им. Плюс логика речи, где для них было открытием, да? Вот читаем мы предложение. Упало яблоко зеленое. Яблоко упало зеленое. Упало яблоко зеленое. Зеленое. И вот это вот каждый раз, когда мы упало яблоко, в конце концов. А смысл-то другой у нас. И вот тут они начинают понимать. Мало того, я не говорила, читай так. Они читали предложение, и если у них сомнение было, я говорю, где ударение? Что посмотреть по телевизору? Или что посмотреть по телевизору? Или что посмотреть по телевизору? Слышите? И все. И в этом начинается уже открытие. А элементарно, да? Вот она логика речи. И опять-таки от партнера. Что говорит партнер? Что хочет нам партнер сказать? Потому что одно дело твое мнение, другое дело исходя из его контекста. И все, и вот она роль выстраивается. Почему я говорю? Это единый организм. Да. Здесь нельзя вот так вот, да, оторвать одно от другого. Поэтому вот эта читка за столом достаточно длительная, она действительно помогла девочкам. Помогает. Они, когда вышли на сцену, они уже знали, что делать. Осталось только текст подучить. Да, мы уже знали, что играть, Хотя и осталось уже место нарастить. Да, Все. Да. Да, спасибо. Вот, Наталья, опять же, возвращаясь в номинацию с первой же ролью. Да. Это высокая довольно-таки планка. Нет ли у вас страха перед будущими ролями? И потому что зритель же сейчас может ожидать от вас какого-то номинантного уровня. Ну, давайте все-таки уметь делиться. Я за то, чтобы уметь делиться. Окей, в этом году я, в следующем году, возможно, будут круче спектакли. Почему нет? Это же коллеги. Мало того, мы с этими коллегами можем еще и вместе поработать. Это тоже не надо забывать про это. Совместный проект. Я вообще, еще раз, я не тщеславный человек. Я получила, слава богу, живу дальше. Работаю дальше, строю жизнь дальше. Творческую, рабочую, личную, неважно. А получится на следующий год, дай бог, нет, я всегда порадуюсь за своих коллег. Потому что я всегда люблю радоваться за своих коллег. Мне кажется, это самая страшная вещь у актеров – это уметь радоваться за других. Ну, многие актеры, к сожалению, не умеют радоваться за других, а вот это надо, это самое важное умение на самом деле. И я, кстати, видела очень знаменитых, очень интересных актеров в своей жизни. Они в жизни очень скромные, и они как раз умеют радоваться за других. Поэтому я порадуюсь. Спасибо. Я считаю, что еще важная заслуга не только тех, кто на сцене, но и тех, кто работает за ее кулисами. Иван Гергеледжи был отмечен в номинации «Человек за кулисами». Обычно зритель не задумывается, кто включает солнце или, наоборот, нагнетает сумерки на сцене. Скажите, пожалуйста, насколько важно учитывать работу технического цеха, и чтобы жюри при этом оценило это на достойном уровне? Спектакль, повторяюсь еще раз, это целый организм. Выстроенные мизансцены режиссером – это, по сути, костяк спектакля. Это то, на чем держится вся картинка. Как только подключается музыка и свет,
начинаются совершенно другие преображения. Музыка – это настроение, это ощущение, это атмосфера. Свет тоже, но свет еще одну вещь делает. От того, какой свет, зависит даже, как выглядят герои. Неудачный свет, неудачно подобранный или, например, ошибки бывают, это я сейчас не про ошибки, а больше про другое. Неудачно подобранный или, там, скажем, непрофессионально подобранный свет. Спектакль может потерять практически, может быть, 30-40% своей визуальности. А визуал – это что? Это, опять-таки, атмосфера, это то, как воспринимает зритель. И поэтому это очень важная работа. Это кажется, что там подвинул, здесь подвинул. Нет. Абсолютно нет. Поэтому это все в комплексе. И закулисная работа вот этих ребят, и звук, и свет, и видеопроекции, которые тоже у нас используются в спектаклях. Это все только в плюс, в копилку, и еще делает богаче и ярче спектакль. Их работа – это просто очень важно. Очень, да. Лидия, хотите что-то добавить? Это один сложный организм, правильно Наталья сказала. Если кого-то не будет, не получится тот продукт конечный, который должен быть. Мой мастер, она, знаете, как говорила, когда я пришла, помню, пострижена, она говорит: это кто? Я говорю: я Наталья Палладий. Она говорит: не знаю эту девочку. Я говорю: почему? Она говорит: ты постриглась без разрешения. Я говорю: и что здесь такого? Ты работаешь в театре, забудь. От того, какая у тебя прическа, беру я тебя на роль или нет. А мне важно, гипотетически, а мне важно взять тебя, значит, что? Ты сейчас подвела меня, подвела коллектив, подвела спектакль. Понимаете, насколько глобально? Целая цепочка событий. Абсолютно. Поэтому мы здесь созависимы. И если актеры думают: я тут единственный, неповторимый, вышел, я сейчас сыграю, без меня можно? Нет. Ты всего лишь инструмент, через который можно передать мысль. Но не будет у тебя музыки, света и всего остального, ты голый. Поэтому без них невозможно. Никак. В принципе, как обстоят дела с реквизитами в театре? Хорошо, у нас очень интересная команда. У нас есть художник по декорациям, много лет работает уже Дмитрий у нас, Стефогла. Плюс у нас есть еще креативные ребята, Андрей Бежинарь, который у нас вообще на все руки мастер, он молодец, и он очень много какие-то вещи придумает. Наталья Николаевна наша, и костюмер, это вообще находка, да, мама нашего театра. Это находка для театра. Мало того, что она костюмер, она... Мне кажется, знает все. Ты ей только даешь задачу, она тебе уже находит к костюму, не к костюму. То есть у нас в этом смысле, знаете как, мне, наверное, повезло, Господи, спасибо за то, что я пришла в коллектив, где просто правда сложился такой хороший, профессиональный... даже не знаю, не хочется какое-то грубое такое слово сказать, хочется подобрать. Когда хорошая профессиональная работа и люди, которые творческие, вот так вот, наверное, правильно я сказала, да? Да, спасибо. Вот говоря о наградах, Лидия, вы получили премию имени Диониса Танасоглу. Это имя не только для нашего театра, но я думаю, что и для всего гагаузского народа 100%. Святыня. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы, что эта награда не просто оценка вашей роли, но при этом некая невидимая связь между основателем нашего театра? Дело в том, что мы знакомы лично. Мы, когда в 99-м году первый раз поехали именно в День Изли на фестиваль, он ездил с нами. Как режиссер мы поехали с Угланы Лянкой. Вот. И мы в дороге общались. Потом, когда мы сам спектакль отыграли, в том спектакле я играла мужскую роль. В Угланы Лянки он прописан, этот персонаж, Тодички. И я его сыграла. И когда мы отыграли спектакль, он после спектакля подошел и говорит: Лидия, говорит, я, говорит, выписал этот персонаж, я, говорит, его видел по-другому, но, говорит, мне нравится, как ты его сыграла. Говорит, не оставляй театр. Это реально такая история была. Еще и напутствующие слова такие. Да. Поэтому для меня эта награда важнее других. Вот мне эта награда очень близка, дорога моему сердцу. И символично. Очень. Но Лида замечательная актриса, действительно. Она играет все от и до, и мне кажется, там еще не раскрытые у нас возможности есть.
Микроскоп. И что мне Всё ещё нравится, впереди. она учится. Вот она всегда учится. Я очень люблю людей, которые учатся, всегда учатся. И я учусь. И поверьте, это очень правильно. Это всегда есть куда расти. Всю жизнь можно учиться, Да. и нужно, как бы. Это рост. Тем более получая при этом удовольствие. Да. Думаю, что это Да. одно другому не Да. мешает. Это действительно, мне многие мои знакомые, друзья говорят, ты действительно счастливый человек? Я говорю, да, я иду на работу с удовольствием. Да. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Это вопрос о молодежи, да? Приходите Да. в будущем на работу с Возвращайся. удовольствием. С Да. удовольствием, да. Наталья, есть такое известное выражение. Актер – это скульптор, который лепит из воздуха. В моноспектакле «Жизнь поэтов», «Жизнь в любви» у вас нет там партнеров, нет людей, на которых можно опереться, либо же спрятаться за чужую спину. Вы буквально лепите те эмоции из тишины зала. Расскажите нам, пожалуйста, в чем для вас главная сложность и, возможно, может, есть какое-то определенное удовольствие в таком малом, почти интимном формате, где на сцене есть только вы и ваши чувства? Начнем с того, что сложностей для меня нету. Почему? Потому что это мой спектакль. Я написала его, вот этот вот весь сценарий, поэтому я его прочувствовала уже до этого. Я подбирала именно исходя из себя, хотя вообще изначально первоначальный сценарий из 24 поэтов состоял. Поэтому это уже усеченная такая версия. Так вот, что касается, откуда я беру какие-то свои взаимоотношения, из стихотворений, из переходов, когда я рассказываю кратко байку, либо историю о своем будущем поэте, о котором я вот сейчас приступаю, потом, естественно, идут стихи. И, конечно, любовь перевоплощаться. Мне очень нравится полярность моих эмоций. Я люблю перескакивать от грустного к смешному, в слезы, в радость. Для меня это не проблема. Спасибо Богу за это, наверное, моим родителям. Я уж не знаю, как там сошлись звезды, потому что я кайфую. Соответственно, это не сложно. Сложно, знаете, что единственное бывает? Это когда иногда бывает не в голосе, всякое бывает. Там горлышко простыло. Да, У меня там бывают песни, например, монолог о Пугачевой, да, там надо. Ничего, как-то вот, знаете, как говорю, сцена помогает. То есть до сцены ты хрипишь, кричишь, кряхтишь, вышел, спел, молодец, И получилось. сцена, и зритель помогает. Да. А вот со исцеляет. зрителем, вы знаете, это вообще удивительная какая-то вещь. Я уже не первый раз играю этот спектакль и обращаю внимание на одну деталь. Вот они прямо со мной вибрируют. И их молчание – это не молчание, а это прямо в унисон, они со мной дышат всеми моими поддержка. героями. Да. Но самое классное – это когда читают стихи, и ты слышишь. Я, конечно, в этот момент нахожусь в своем состоянии, но я слышу, что читают стихи. То есть люди знают. А вот это очень приятно, когда люди знающие приходят, они читали эту литературу, они знают, о ком я говорю. Это вдвойне приятно. Но и также я скажу, не буду ни в коем случае обижать тех зрителей, которые первый раз, например, знакомы с творчеством поэтов Серебряного века, потому что я, например, слышала, как были ученики, они говорили, вы знаете, если бы нам так преподавали, мы бы с радостью бы изучали вообще этих поэтов. Дело в том, что действительно иногда нужно увлечь. А увлечь когда? Когда сам увлечен. А я сама увлечена этим спектаклем. А ваш самый любимый поэт в данном спектакле кто? Ой, это очень удивительно. Я не любила никогда Мандельштама. Выбрала его только потому, что мне когда-то сказали, надо вот побольше, вот его любят, надо почитать. Я говорю, ладно, пусть он не будет в спектакле. И когда я к Ахмадиеву пришла с текстами, я думаю, только бы не Мандельштам. Он берет Мандельштама, ставит мне в спектакль. Я его... одно дело прочесть, да, и совсем другое дело это еще и отыграть. А он такой Мандельштам, он такой вот огромный мужчина, немножко некрасивый, неважно. И в итоге он стал моим самым любимым. Я обожаю, когда я к нему подхожу, у меня как будто бы там, я не знаю, Второе тысячи эмоций на меня наваливаются, понимаете? Я его обожаю. А самый сложный тогда кто? Самый сложный... А вот это вот удивительно. Дело в том, что у меня там, получается, после монолога я сразу перехожу к некрасивой девочке Заболоцкого Николая.
И вот это самый сложный момент, потому Именно что сам я еще в переход? слезах, а мне нужно уже перейти. И про девочку-то непростое стихотворение. И у меня вот это вот... вот это вот самый сложный момент в спектакле, но он самый любимый. Да. Спасибо. Пожалуйста. Вот возвращаясь к свету, скажите, пожалуйста, в спектаклях насколько важна техническая сторона? Лидия, хотим вас. Я думаю, она важна на все 100%, так же, как и актерская игра. Потому что одно без другого не может существовать. А вот возвращаясь опять же к спектаклю, вот новый жанр, моноспектакль. Как вы думаете, как его воспринял коллектив и как воспринял зритель? Я думаю, зрителю понравилось, потому что мы тоже были в зале, смотрели, и выходя после спектакля, слышали отзывы, некоторые говорили, мы даже себе представили, мы стихи знают на слух, да, начитывали, но, говорит, мы не понимали смысл, а сейчас, говорит, мы поняли смысл стихотворения. А актерам, я думаю, всем понравилось. Спасибо. А вы, Наталья, что скажете? Как зритель воспринял? Ну, вот еще раз говорю, я как актриса, да, мне очень приятно, когда люди не уходят, хлопают, это все очень приятно. Это не мешает вам или наоборот поддерживает? Это заставляет меня еще больше работать. Потому что, признаюсь честно, знаете, иногда думаешь, вот не понравилось, можно уйти с профессии. Нет. А сейчас вот еще и получила диплом, уже тем более не уйдешь, как говорится, даже если захочешь. Это шутка, конечно же. На самом деле никуда уходить не хочет, но вот то, что Лида сказала, я тоже это слышала, и мне очень приятно вот такая вот оценка. Мне приятно больше всего, когда я еще и коллег своих вижу, да, например, вот я была на Молдфесте, когда в том году с этим спектаклем коллеги с разных театров приезжали, они благодарили, а это втройне, потому что они знают, они более придирчивы, они знают все твои, но нет. Нет, сказали, что очень хорошо. И, конечно, из комиссии, когда, наверное, похвастаю чуть-чуть, когда Анжелина Рожко, член жюри, приезжала 14 марта на мой спектакль, и она говорит, у меня было, там сидело очень мало зрителей, и она говорит, у меня было полное ощущение, что там 10 тысяч зрителей сидело в зале, насколько ты работала на весь зал. А вы знаете, у меня в голове никогда нету вот такого, ой, сколько там их. Вот даже если один будет сидеть, я буду я даже не то, что на 100, я на 300 буду работать. Почему? Потому что мне важно, чтобы человек ушел и сказал, блин, это же круто, я приду еще. Я хочу, да. Приду еще, когда да. много, там понятно, да, там у кого-то больше, у кого-то меньше впечатлений. Поэтому для меня это не важно. Но я действительно, когда играла 14 марта, у меня было полное ощущение, что у меня огромный зал. И я вот так вот себя и чувствовала. А это еще и член жюри такое говорит, очень приятно. Да, приятно и ценно. И ценно. Да. Дорого его стоит. Да. Лидия, вот театральный сезон 2025-2026 еще, конечно, не окончен, но был очень насыщенным. Очень. Если все-таки оглянуться назад, какие из работ этого года стали для вас самыми серьезными профессиональными вызовами? Но лично для меня нету каких-то работ не профессиональных и не важных. Все важны. И нету маленьких ролей. Это правда. Спасибо. Это правда. Даже иногда самая маленькая роль выстреливает так, что затмевает главного героя. Главное, как сыграть. Поэтому все роли важны. А главное – сплоченный коллектив. Да, И умение работать в коллективе. Да, согласна. А Наталья, вот сегодня директор театра не смог присутствовать с нами в этой программе, но я хочу задать вам этот вопрос. Как художественный руководитель, скажите, Гагаузский национальный театр в этом году представлен во всех ключевых номинациях, от дебюта до «Человека за кулисами». Этот результат все-таки стратегии, какой-то определенной четкой работы или же счастливое стечение обстоятельств? Вы знаете, театральная деятельность – это вообще не про случайность. Это вообще нет. Здесь, вы знаете, даже не подкупишь никого. Почему? Потому что
только исключительно независимые члены жюри, которые оценивают, и как бы мы с ними дружили и не дружили, это никак не влияет на оценку, только работа. Я вам больше скажу, я вообще была не уверена в том, что мой спектакль победит. Почему? Потому что я знаю, там уже такие знаменитые актеры в других спектаклях, которые со мной в номинации оказались. Там и знаменитые театры, Еминеску, забыла еще там один театр был, Матиевича. Это именитые люди, там, понимаете, и я, конечно, человек, который только недавно приехал, в принципе, в Молдову, в Гагаузию, неизвестный, и я не надеялась, честно. И я считаю, что то, что я получила, это как раз показывает, что нет, это не случайность, это только твоя работа. В данном случае работа всех, да? Мы говорим, в принципе, на перспективу, либо прошлые работы. Театральная деятельность – это не случайность. А вот говоря о конкуренции, в этом году конкуренция на Унитем была ли сильная? Ведь глядя на список номинантов, там был и Шекспир, Чехов, Достоевский. Я думаю, что сильная. Да, Извините, чувствовали ли вы, перебила. что Гагаузский театр сегодня задает такую достойную планку для национальных театров Кишинева? Ну, это наша работа с директором театра на самом деле. А планку я поставила еще на 8 разгневанных женщинах. Я сразу показала тот уровень минимальный, к чему мы должны прийти, стремиться и куда мы дальше должны идти. Потому что нельзя все время находиться на одном уровне. Нужно развиваться, нужно, еще раз повторюсь, учиться, работать, с собой работать. Еще учиться и учиться. Вы знаете, буквально на днях я, по-моему, выставляла где-то в соцсетях очень хороший сторис был одной из актрис московских. Она знаменитая, по-моему, Александра Урсула, если не ошибаюсь. Она сказала такую фразу: вы знаете, нас постоянно заставляют учиться, несмотря на то, что мы... Это была Боярская вспомнила. Поэтому мы все время занимаемся, у нас все время есть какие-то занятия, у нас все время происходят какие-то тренинги. Говорит человек, который уже, в принципе, может расслабиться. Нет, расслабляются, к сожалению, только люди, которым, ну, наверное, не очень интересно в профессии. Люди, которым интересно в профессии, они всегда до старости находятся в тренинге. И в этом и есть наш смысл. Это, знаете, как танцор. Перестань он заниматься, простите, но станок еще никто не отменял, да? Все, считайте, уже танцевальная подготовка падает. Пианист, если он утром не встал, не начал играть на фортепиано, я как человек, играющий на фортепиано, очень хорошо это знаю, считайте, потеряна квалификация. Поэтому это то же самое. Только здесь у нас актерское мастерство, речь. К сожалению, с хореографией никак не можем разобраться, с вокалом, потому что нет возможности пока еще кого-то нанять, каких-то интересных людей, которые бы нам помогли. Потому что у нас есть еще специфика. Не просто хореография, не просто вокал, есть специфика. Вот. Поэтому, наверное, я вам скажу так, что забыла вопрос, неважно. Конкуренция. Да. Конкуренция – это вещь такая, знаете, она правильная. И еще, я говорила до этого, в конкуренции мы все можем взаимозаменяться в перспективе, потому что мы можем работать в других театрах, мы можем работать со своими партнерами. У нас есть независимые проекты театральные. Молдова, да, в Гагаузии еще нету, но Молдова. Меня, например, уже не один раз звали в Молдову, да, работать именно не в театре, а в независимых проектах. Поэтому эти коллеги, это, по сути, наши и конкуренты, и наши друзья. И друзья, и коллеги. Конечно. Да. Здоровая Зависит от конкуренция. восприятия. Абсолютно. Все в нашей голове. Да, спасибо. Пожалуйста. Лиза, вот сегодня мы говорили о том, что театр, он как единый организм. Как вы думаете, меняется ли зритель в Гагаузии? Чаще ли он стал приходить в театр? И какие новые технологии вы используете для этого? Я думаю, что да. Он стал чаще приходить. У нас, по крайней мере, на все премьеры у нас всегда почти полный зал. В последние годы. Новые технологии, да, наша администрация внедряет новые технологии. Это электронные билеты, покупка. Это вот сейчас оно все, скажем так... В тест-режиме, но уже оплата онлайн можно... Ой, не онлайн, простите, картами уже можно прийти оплатить. Не всегда надо иметь наличку, как раньше. Да. То есть у кассы сразу можно оплатить картой? Да. А можно ли как-то онлайн купить? Мы сейчас работаем, у нас уже готова схема зала, онлайн есть, но пока мы
в тестовом режиме все это проходим, чтобы у нас это все работало, как То есть на говорится, этапе разработки Да, пока. да. И очень хочется, чтобы все-таки было еще какое-то свое приложение. Да, Было бы вообще удобно. было бы идеально просто. Но пока вот как есть. Это уже сдвиг вперед. Да, уже прогресс. Это уже сдвиг вперед, и есть какие-то и планы, и решения, естественно, потому что я человек очень современный. Михаил Георгиевич тоже. Мы стараемся все-таки привлечь уже современные какие-то технологии, чтобы нам легче жилось, чтобы зрителю было проще, потому что, Идти в ногу со временем. Да, совершенно верно. Я проводила опрос, прежде чем к этому прийти. Приходили зрители, я задавала вопрос, как удобнее платить. И вот таким образом мы поняли, что это очень важно. Это очень важно. А сейчас, когда все с картами, Конечно, подстраиваться, да. Конечно, нужно подстраиваться. И не только, это только минимум, а еще же надо и сайт, чтобы работал как положено. И объявление, может, афиши, Абсолютно, да, абсолютно, абсолютно. Да. Поэтому здесь очень много работы. Да, Лидия, хотим еще спросить у вас, вот премия «Унитем» — это всегда дискуссии. Были ли в программе этого года спектакли коллег, которые вас, по-хорошему шокировали или, наоборот, вдохновили? Дело в том, что я не видела других спектаклей, к сожалению. Ага. Не получилось вот выехать, чтобы посмотреть тоже, чтобы было с чем сравнить. Но были очень достойные спектакли, очень сильные спектакли, сильные театры. И вкупе с этим, то, что мы взяли столько номинаций, это дорогого стоит. Да. А вот, Наталья, скажите, пожалуйста, после победы в номинации «Лучший спектакль малых форм» мы увидим какие-то гастроли спектакля победителей по стране или за ее пределами? Ну, это, наверное, уже к организаторам гастролей нужно больше, чем мне. Я-то всегда за. Вы мне только скажите, я с удовольствием поеду и покажу этот спектакль и познакомлю. Но в Бельце уже звали, это точно. Ко мне подходили уже руководители Бельского драматического театра, говорили, мы очень хотим вас видеть, не только меня, но и наши 8 разгреванных женщин, потому что они наслышаны о нем. Но у меня сейчас еще и фестивальная история началась. Дело в том, что у меня уже в конце мая Казахстан с этим спектаклем, потом у нас «Скамейка» в конце июня в Кишиневе, планируется Бишкек сентябрь, Ганновер в декабре. Это все моноспектакль, кроме «Скамейки», который вот в Кишиневе на Мультфесте будет. Поэтому сейчас больше у меня такая фестивальная история идет. Опять-таки, почему? Потому что есть возможность, я не выступаю как Наталья Палладий, я иду как представитель Гагаузского национального театра. У меня сейчас желание не себя радовать, а продвигать, что есть Гагаузский театр, чтобы нам чуть легче было дальше двигаться. Одной выехать, пробить дорогу для всех остальных проще, потому что, к сожалению, сегодняшние реалии, бензины, перелеты, все это дорого стоит. Проще 1-2 человека вывести, закрепить и потом уже возить остальных. Потому что есть, естественно, идеи поставить какие-то спектакли в перспективе на небольшое количество актеров, которые тоже легко можно было бы вывести. Потому что, например, сейчас у нас театр выезжает на фестиваль в Турцию. Это целый автобус. Это тяжело. Это материально тяжело. У нас нет спонсоров, к сожалению. Как-то так вот, почему-то театральное искусство, оно, не знаю, считают, наверное, что мы сами в состоянии заработать. На самом деле это неправда. Есть танцы, песни. Почему у них есть спонсоры, а у нас нет? Хотя театральное искусство, оно очень сложное. Оно сложнее. Знаете, я когда-то хотела стать певицей, потом я стала актрисой. Так вот, театральное искусство, актриса – это танцор, певец, актер, режиссер. Все вместе. Все вместе. Это столько ты в себе вбираешь. Я еще и как звук и свет могу работать, и монтаж могу видео делать. Это потому что собирательная профессия, она очень сложная. Но почему-то помощи мы особо пока не видим. Поэтому все своими силами, все своими возможностями. Поэтому пробуем, ищем пути, фестивали, где можно поехать небольшим составом, вывести, показать наш уровень. Потому что Гагаузский национальный театр, я считаю, что на хорошем уровне. И иначе мы бы не стояли. Я еще хотела бы дополнить, что в этом году благодаря Гагауз Михаилу Георгиевичу мы едем в Трабзон. Да. Это первый раз за
нашему театру, у нашего театра на следующий год юбилейный год, 30 лет. И вот он все-таки добился, он давно, скажем так, 15 лет. гонялся за хотел, этим выездом вот именно на ту сцену трабзонскую. Вот. И в этом году мы туда едем. Это тоже очень дорогого стоит. Да. Вот. Спасибо огромное Михаилу Георгиевичу, что он добился таки этого. Да, чтобы довести до конца. Да, да. Какие спектакли там планируются? Там мы покажем «Страну слепых». Köylülerin dünyasını. «Страна слепых» очень полюбилась вообще турецкому зрителю, Да, потому да. что уже не первый раз ездит. Да, но она такая Извини, активная, динамичная. Да. Это все. Любовь, история, алчность человеческая, пороки человеческие, в то же время добродетель. Там все переплетено. Все переплетается и все оголяется. Это. Да. Лидия, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда понимаете, что осуществится все-таки эта поездка в Трабзон, выступить перед новым зрителем? Ну, во-первых, гордость за наш театр, за нашу Гагаузию, что мы и туда съездим, потому что эта сцена международная. Причем такого профессиональных театров да. высокого уровня. Там будут представители, прости, я секундочку поправлю, там будут представители даже Московского театра имени Маяковского. То есть это уровень очень высокий. Очень высокий уровень, Поэтому да. Михаил Георгиевич так долго хотел туда попасть. И это случилось. Извини, Леночка, продолжи, пожалуйста. Продолжить уже и нечего. Все хорошо. Скажите, пожалуйста, Лидия, сразу тут, что бы вы хотели пожелать тем молодым людям, которые только сейчас смотрят на ваш успех и думают о том, чтобы связать свою жизнь с театром? Я вам хочу сказать, не бойтесь, приходите. Если вам нравится, у нас коллектив дружный, мы поддержим, научим. Как в свое время, пользуясь моментом, я хочу поблагодарить этого человека, который привел меня в театр. Это Илья Афанасьевич Хаджи. Спасибо огромное вам, Илья Афанасьевич, что вы в свое время увидели во мне потенциал и пригласили меня с улицы попробовать свои силы. Ну, я попробовала и осталась. Значит, это ваше. Очень удачно. Да, да. Поэтому не бойтесь, приходите, дерзайте, у вас все получится. Наталья, скажите, пожалуйста, вот часто говорят, что премия – это не только праздник, но при этом еще и ответственность. Чувствуете ли вы эту ответственность, что планка ожиданий зрителя теперь возвысилась? Абсолютно. Ну, во-первых, действительно уже ниже не позволишь себе. Ну, в принципе, я и никогда и не позволяла, всегда выше и выше и выше. Вот, то есть уже опустить планочку не смогу, это первое. Второе, не смогу опустить планку театра как художественный руководитель. То есть там я актриса, сейчас я как художественный руководитель говорю, потому что надо дальше зарабатывать, надо дальше получать такие премии. И не только такие, есть еще и другие возможности. И, безусловно, это очень ответственно. Но это и приятно, надо не забывать. Это мотивация. Это очень хорошая мотивация. И для меня, и для коллектива. Есть куда двигаться. И это вообще вот эти наши все премии говорят о том, что нет ничего невозможного. Да. Это действительно так. Спасибо. А вот театральный сезон еще не окончен. Да. Над чем вы работаете сейчас и когда будут представлены новые работы? Бюлю Маза. Потрясающий спектакль. Ничего не понимаю по-гагаузски, но мне очень нравится. То, как они там ведут себя, то, о чем они говорят, я догадываюсь примерно, но мне очень нравится. Мне нравится тот запал, мне нравится та тема, которая поднята в этом спектакле. Планируем начало июня. Ориентировочные даты чуть позже будут, потому что у нас сейчас корректируется в зависимости от того, поедет ли Михаил Георгиевич со мной в Казахстан. Потому что фестиваль там предполагает наличие и меня как актрисы, и директора. Вот. Но так ориентир где-то ко дню города. Это начало июня, 9, если я не ошибаюсь. Да, 9 июня. Вот. И потом мы планируем уже Достлар в июле месяце перед выходом в отпуск. И после отпуска у нас уже будет там Памелла. Ну и сейчас у нас готовится тоже премьера на 9 мая. Да. Это «100 шагов». Да. Поэтому приглашаем всех в 5 часов вечера. 8 мая. 8 мая приходите. Очень интересная, пронзительная история. Да.
Это новый у нас спектакль, посвященный... Он не столько посвящен войне, но он посвящен последствиям. Он посвящен ветеранам. Но при этом наша современная жизнь вообще очень добрый, на самом деле, получился спектакль. Несмотря на события там происходящие, мы не будем все рассказывать. Лучше прежде посмотрите. Интригу сохраните. Но спектакль получился добрый. Верим. Всех также призываем, да, дорогие зрители. Лидия, расскажите нам, пожалуйста, немножечко поподробнее про Бюлюмаза. Бюлюмаза – это такой колоритный, именно чисто гагаузский колорит в этом спектакле есть. Гагаузские обороты, гагаузские взаимоотношения. Он комедийный, но там есть, затрагивается и боль наших женщин. Когда вы придете и посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Сейчас не буду тоже всего выдавать. Но он очень интересный, смешной. В свое время эту пьесу написал Тодор Занет, и он писал эту пьесу именно по жителям Кангаza. Когда мы показали этот спектакль в Кангазе, мы на сцене играем, но с зала слышим высказывание: говорит, это вот этот, а этот вот этот, а этот на нашего вот этого похож. Истории из реальной жизни. Это реально история из реальной жизни, потому что Тодор Занет, когда писал эту пьесу, он ни в одном подвале побывал, скажем так, чисто из профессиональной точки зрения записывал все именно вот колоритные гагаузские высказывания, которые используются нашими дедами, прадедами. Именно в народе. Народный. Потому что я хотела эту пьесу сделать на русском, мне сказали, не получится, это только она звучать не будет. Да, ну не будет так звучать. Я говорю, окей, хорошо, не пусть будет будет так. Так же, как и вот «Мозгорой» у нас есть спектакль, там тоже он только на гагаузском, а на русском мы пытались как-то вот его, нет, на гагаузском нет, не то. Да, как-то так. Спасибо. Вот сразу тут же, Лидия, скажите, пожалуйста, если описать одним словом театр, то это прежде всего что для вас? Можно и не одним словом, можно выражением, предложением. Театр для меня это моя вторая семья. Это, ну как говорят, театр, все мы люди в жизни, жизнь это театр. Но тут именно есть возможность, как Наталья сказала, именитые актеры, они в жизни на самом деле очень скромные, простые. А в театре есть возможность перевоплотиться, сыграть даже того же злодея, того же детского персонажа. Оно очень многогранно. Поэтому одним словом, вау. Удовольствие, да, видимо? Удовольствие, да. Да, Наталья, к вам тот же вопрос. Я как раз стояла, думала, боже, что же мне сказать? Что я скажу, да, вот так странно, знаете, столько лет я уже в театре, столько лет я отдавала себя как бы этому искусству, там и кино было и так далее. А театр победил. Почему? Есть уникальная возможность. Во-первых, да, правильно Лида говорит, это многогранность, это возможность почувствовать себя в разных абсолютно характерах, но это не самое главное. Есть уникальная возможность каждый раз переживать все заново. А это эмоции, а это жизнь. А для меня человек, который живет эмоциями, это живой человек. Поэтому, по сути, театр для меня – это живой человек. Супер, спасибо, Спасибо уважаемые вам. гости. На этом наша программа подходит к концу. В конце я хочу сказать, что, по-моему, театр – это зеркало, и сегодня в этом зеркале мы увидели успех, талант и огромное трудолюбие вашего коллектива. Я благодарю вас за этот разговор. Поздравляю еще раз с победой. Спасибо. А вам, дорогие зрители, напоминаю, что самые лучшие места в зале всегда вас ждут. Приходите в театр и до новых встреч на канале ГРТ. Спасибо.